Николай Статкевич в очередной раз сломал сценарий Лукашенко. Его пытались милостиво отпустить, но он вышел сам. Его пытались депортировать из страны, но он остался в Беларуси и вышел на свободу сам в свой город. Таким образом, он показал, как должен поступать настоящий национальный лидер и как нужно по-настоящему вести переговоры с узурпатором Лукашенко. Лукашенко пытался убить Статкевича все эти годы, держа его в режиме инкоммуникада, не давая ему общаться ни с медиками, ни с женой, ни с адвокатами. Ему это не удалось. Тогда он решил все-таки довести свое черное дело до конца, и после того, как Статкевич отказался покидать Беларусь и вернулся обратно в Беларусь, его снова спрятали и снова попытались убить. Да, не до конца, но его довели до инсульта. Мы, зная мстительный и мелочный характер Лукашенко, уверены, что даже дома Статкевичу не будут давать лечения. Лукашенко попытается сделать все, чтобы выдавить на лечение Статкевича за границу. Ему, скорее всего, к нему не будут допускать медиков, ему не будет оказана надлежащая медицинская помощь. И только мы все с вами сейчас можем на это повлиять. Мы знаем, что вокруг дома Николая Статкевича все эти годы была слежка. Там на него работает целый отдел. Поэтому ничего удивительного, если к нему будут допускать каких-то подментованных врачей, не настоящих, а врачей от КГБ, которые могут оказать ненадлежащую медицинскую помощь. И, зная это, родственники могут быть под очень серьезным давлением. Поэтому ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Лукашенко сумел додавить и все-таки выкинуть Николая Статкевича за границу. Мы обращаемся к европейским политикам. Мы знаем, что социал-демократы, наши товарищи у власти во многих странах, это Бразилия, это Испания, это Дания и многие другие. Мы обращаемся к демократическим политикам различных стран. Мы обращаемся лично к мистеру Коулу, который имеет отношение к переговорам с Лукашенко и имеет рычаги давления на него. Мы обращаемся к нашим товарищам из Беларуси, к европейской Беларуси, к Сергею Тихановскому, который сейчас пытается договориться с американскими сенаторами о том, чтобы все-таки в Беларуси были какие-то изменения. Мы обращаемся к нашим товарищам из Литвы, к социал-демократам Литвы и к другим политическим партиям. Обращаемся к международным правозащитным организациям, к международной амнистии, к Весне, к Хельсинскому международному комитету и к другим организациям с требованием, с просьбой, чтобы они проследили за этой ситуацией, чтобы они не позволили, чтобы Лукашенко безнаказанно творил свои черные дела. Необходимо, чтобы весь мир в этот момент смотрел над тем, что происходит вокруг дома Статкевича. Мы просим вас распространить это заявление как можно шире, чтобы жизнь Николая Статкевича не была в опасности, чтобы он смог выздороветь и увидеть свободную Беларусь. Беларусь без Лукашенко. В Беларуси сейчас еще остались какие-то европейские, американские дипломаты, может быть, японские дипломаты. Все, кому не безразлична судьба демократии в мире, кому не безразлично будущее человечества, будущее человеческой нравственности. Я обращаюсь к этим дипломатам, чтобы они внимательно следили за тем, что происходит в том городе, в Минске, в котором они находятся сейчас.